Глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш провел встречи с руководителями и активами поселка Бзыпта и села Лохадзе, где были подведены итоги работы за последние 2 года. Для поселка Бзыпта с 2020 года администрации Гагарского района выделено около 43 миллионов рублей. На эту сумму руководством поселка сделано немало работ. Это укладка асфальта в микрорайоне Аспа и по нескольким улицам поселка Бзыпта. Приобретена мусороуборочная машина, установлены мусорные баки. Налажена работа водопровода, установлен гидрант и проложена канализация к многоквартирному дому Молкомплекс-1 по улице Ашхаруа. Отремонтированы пол в детском саду Аспа, санузел в Бзыпской средней школе номер 2. Установлены детские площадки. Проведены работы по улучшению санитарного состояния поселка. В ходе совещания глава района Юрий Хагуш поднял вопрос об инвентаризации квартир, на что руководство поселка обещало провести полную инвентаризацию до конца года. Долги за лифт составляют 1 миллион 200 тысяч рублей. Этот вопрос тоже будет решен поэтапно. По поводу многоквартирных домов. Кто сколько держит квартир. У нас 30 лет прошло, людям жить негде, а у нас дома стоят без окон, без дверей. Вы проводили инвентаризацию? В данный момент мы проводим инвентаризацию полную по всем домам. Мы уже начали тоже по 1, тоже по 2, по начали. Взяли нового сотрудника, который ходит по этим домам, проводит помощь. Соседи спрашивают, кто такие. Очень многих уже получилось найти. Многие передали деньги, многие начали передавать ключи, чтобы мы хотя бы мы отсылаем уведомления каждому, кто не оплачивает долги. Если они не будут оплачивать, в течение месяца будем обращаться в прокуратуру. Участники встречи, активисты поселка, задавали интересующие их вопросы. Благодаря вам сегодня у нас прекрасный актовый зал, я очень рада, у нас просто проваливался пол. Сейчас у детей теплый пол, покрашенные стены, очень уютный, хороший актовый зал. Я уже на округе хочу попросить уличное оборудование. Нам поставили все деревянное, кроме качелей, все сгнило. Уже 10 лет больше придерживают. Если на юбилей нам подарят уличное оборудование, Юбилей у нас в этом году? нет. На следующий год. Считайте, что оборудование у вас стоит уже. Все, на следующий год мы купим. Когда мы в поселке клали асфальт, я попросила несколько метров в школе асфальт сделать. У нас дорога очень плохая. Со стороны Абхазского переулка там дорога еще хуже. Я попросила бы обратить на это особое внимание. На 23-й год, когда мы будем, уже формируется бюджет, замена кровли русской школе, там сумма получается 9 миллионов 200 тысяч рублей и плюс асфальт. Крышу тоже включили, да. Спасибо большое. Заведующая детским садом Аспа Марина Пабба поинтересовалась, возможно ли повышение заработной платы нянечкам и техработникам, на что заместитель главы района Хана Гунба ее приятно удивила. В рамках Абхазо-Российского соглашения о софинансировании зарплат бюджетным категориям граждан есть часть работников, не попавшие в это повышение. Соответственно, руководством района было принято решение силами районного бюджета повысить им заработную плату. В среднем зарплата будет повышена на 50%. Это коснется отделов культуры, образования и здравоохранения. Нянечки, что вы говорите, на 50%, повара на 50%, помощник повара на 50%. Также в прошлом году силами районного бюджета была увеличена заработная плата руководителей образовательных учреждений на 25%, также завучи школ. Это не коснулось штатов дошкольных образовательных учреждений. В 2023 году это запланировано. По отделу культуры у нас очень много объектов, в том числе и сельские группы. Много категорий не попали на повышение заработной платы. Все категории, которые не попали, были определены, будет предусмотрено повышение за счет районного бюджета в 2023 году. Поэтапно, потихоньку мы поселок приведем в порядок. Дел много. То, что мы с вами озвучили, это спортзал 10 миллионов, абхазская школа, дорога русская школа, дорогу мы будем делать, армянская школа, дорога,
детские площадки поселок Аспа. Я, насколько помню, и в другом нашем детском саду тоже не хватает. Да, там тоже уже в плохом состоянии детские площадки. Туда мы тоже приобретем. И русская школа «Кровля». То, что мы заложим на 2023 год. Далее встреча состоялась в селе Алахадзе. Заместитель главы администрации села Алахадзе Мукаил Кайщан выступил с отчетом о проделанной работе. Благодаря главе администрации Гагарского района Юрия Хагуш бюджет села Алахадзе увеличивается ежегодно. Если в 2022 году он составляет 2 миллиона 450 тысяч, то с 2023 года он увеличится до 3 миллионов. Необходимо отметить, что с 2020 года на развитие села Алахадзе главой Гагарского района было выделено более 23 миллионов рублей. Юрий Хагуш обещал активу села, что и дальше будет оказывать помощь. 600 тысяч рублей мы включим в увеличение на благоустройство на 2023 год. И плюс еще хочу вас обрадовать, я сам это увидел, что администрация села находится рядом с населением. И плюс еще один сюрприз хочу вам сделать, что мы в 2023 год заложим еще одну мусорную машину на село Алахадзе. Присутствовавший на встрече директор Алахадзихской средней школы номер 2 Алмазхан Агарба обратил внимание главы района на проблемы учебного заведения, на что Юрий Хагуш отреагировал незамедлительно. Состояние протокольных прав в школе. Их 131 окно, оно уже просто... Все окна? 131 из 141. 500 тысяч рублей мы в этом году выделим на замену окон. Остальное уже на следующий год будем думать, мы вас выслушали. Это существенная помощь, около 40-50 год мы сможем эту сумму. Считайте, что они уже заменены. Спасибо. Директор Алахадзихской средней школы номер 1 Георгий Агазян в своем выступлении поблагодарил всех тех, кто принял активное участие в строительстве санузлов для школы. В этом году нам удалось подключиться к центральному аппарату, распределяющему и у школы отдельно мобильная, скажем, такая электроэнергия. И мы это использовали на отопление первого этажа, так как до этого школа отапливалась дровами. Могу сказать в знак благодарности, что те обращения действительно существенные, которые мы делали в адрес вашей администрации района и местной, они решались и решаются. Житель Алахадзе Аршак Мумджан от сельчан подарил главе района Юрию Хагуш фотопортрет самого главы района со словами благодарности. Вот такой памятный подарок. Написано от жителей села Алахадзе. От жителей села. Спасибо. В присутствии гостей глава администрации села Алахадзе Дауд Ажиба высоко оценил работу местного участкового Ашота Теджерян. Он также отметил, что в селе планируют установить камеры видеонаблюдения, что, несомненно, облегчит работу участкового. Заезд, выезд, везде будем ставить камеры, на каждой улице, чтобы ему облегчить работу, в том числе монитор поставим его в кабинете и будет контролировать, регулировать. Мне и так, честно говоря, мы очень довольны. В этом году проблем вообще не было с законом договора. Отзывчивые, по областным торговым с нами ездит везде. Людям объясняет грамотно. Завершая работу, Юрий Хагуш поблагодарил всех за активное участие в данной встрече и за их вклад в развитие села. Саида Жиба, Дарья Архипова, специально для Абхазского телевидения.